Добрый вечер. А теперь о главном. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел сегодня в Ташкенте встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по делимитации и демаркации границ. Переговоры будут продолжены и завтра. После смены власти в октябре и особенно после назначения Ташиева председателем Госкомитета национальной безопасности вопросы завершения процесса размежевания достаточно ускорились. Во время государственного визита президента Садыра Джапарова в Узбекистан 2 недели тому назад тоже пограничные вопросы были одними из основных. И два президента договорились завершить процесс уточнения границ в течение 3 месяцев. Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет более 1300 километров и еще не описано чуть более 230 из них, или около 15%. Сложнее ситуация на кыргызско-таджикской границе. Она тянется почти на 1000 километров, а делимитирована только около половины. И пограничные инциденты происходят главным образом на таджикской границе. 16-17 марта Ташиев провел переговоры в таджикском Гулистоне. Прорывных результатов достигнуто не было, а таджикские СМИ опубликовали достаточно жесткое интервью Ташиева, которое было записано гораздо более ранее. Когда создавалось таджикское государство, Таджикистан по решению союзного центра, по решению из Москвы, ему были переданы наши Мургабские и Джергетальские районы. До этого Таджикистан был небольшим районом в составе Узбекистана, и вот тогда была создана Таджикская ССР. И вот теперь это государство, для создания которого мы когда-то ему передали 2 своих района, совершает сейчас действия, подрывающие нашу территориальную целостность, целостность нашего государства. Почему мы должны на все это смотреть и молчать? До поездки в Гулистон Ташиев побывал в Баткене, где провел встречи с местным населением и активом области, высказываясь тоже достаточно откровенно. Многие вещи на границе проделываются неофициально, теневым образом. Местные власти и население к этому привыкли и даже участвуют в этом, а центральная власть просто закрывает на все это глаза. Это выгодно местным торговым баронам, но подрывает государственность. Они выезжают в Китай через нашу территорию, из Китая через нашу территорию провозят назад в Таджикистан товары. Но мы в этом наведем порядок. Они не будут так ездить, пока мы не решим все пограничные вопросы. Мы должны решить все эти вопросы границ. Если мы это не сделаем, дорогие, граница будет оставаться дырявой. Они будут торговать через нашу территорию. А мы будем оставаться вот с такими нерешенными проблемами. У нас будут продолжаться все эти пограничные инциденты. При этом Ташиев сообщил местным жителям, что ожидается обмен территориями, и граждане должны быть к этому готовы и должны поддержать действия властей. Обязательно какие-то потери будут, без этого не обойтись, но если не пойти на такие локальные потери, вопросы границ никогда не решатся. И чем дольше будет продолжаться эта теневая ситуация, тем больше территорий Кыргызстан теряет. Государственная граница может пройти посередине какого-либо села или рядом с чьим-то огородом. Могут пострадать 5-10 домов в каком-либо селе. 5-10 домов мы можем переселить, мы можем обменять дома или участки 50 человек, или даже разрушить некоторые дома, чтобы провести границу. Поэтому, когда такое произойдет, не поднимайте шума. Соберитесь, жители такого села, обсудите и утихомирьте тех, кто будет поднимать шум. Объясните, что это надо сделать. Необходимо, чтобы было взаимопонимание. Примерно то же произошло и при заключении соглашений о делимитации границ с Китаем в 1996 и 1999 годах, а также с Казахстаном в 2001 году.
каждая сторона имела свой взгляд на границы, свои интересы. И как бы линия границы ни проводилась, всегда кто-то будет недоволен. Но ситуация с Узбекистаном и особенно с Таджикистаном такова, что затягивание процесса сильно чревато для Кыргызстана. Многие жители Баткенской области уезжают в Бишкек или Чуйскую область, продавая за бесценок свои дома и участки, а иногда даже просто бросая их. Для соседних же жителей эти земли очень нужны, так как плотность населения у них гораздо выше, чем в Кыргызстане. Из-за этого они и цены дают больше, чем свои сограждане. Плюс ко всему все убивает коррупция, которая не знает национальностей. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Аеп. Всем хорошего и до свидания.